Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за ваши прекрасные комментарии, за лайки, которые вы мне ставите, за вашу помощь, за вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Скорые и внезапные события в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я буду смотреть на срок 3-5 дней. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, скорые и внезапные события в вашей жизни. Мои хорошие, помните, что отсыпка общая, но раз вы сюда пришли, значит, что-то будет очень важное и ценное для вас. Если слышите, что не ваше, не про вас, пожалуйста, к себе не притягивайте. Так, начнем, пожалуй, с этого человечка. Здесь человечек, который свою спину вам предлагает. То есть говорит: садись, красотка, прокачу, либо красавчик, прокачу. Здесь благородство, здесь помощь, здесь выручить трудный момент, предложить свои услуги. Причем не за оплату, а от доброго сердца, от доброй души. Помощь предлагает. Кому-то прям и предлагает, и помогает, а кому-то просто будет предлагать. И так может отыграться. Для вас это будет очень внезапно, ведь вы не привыкли, что вам помогают. Никогда ни у кого ничего не просите. Со всеми сложностями и трудностями справляетесь сами. А тут такое благородство, а тут такой порыв души. Очень-очень-очень сильно будет это вам приятно, ребят. Очень приятно. И прям настроение поднимется, и вера в человечество появится. Да и вообще кайфанете от этой ситуации. Даже если и не воспользуетесь этой помощью, все равно вот прям сердечко ваше согреется. Приятный момент. И знаете, еще сдается мне, что этот человек, он, возможно, присутствует в вашем пространстве, но никогда не был замечен в альтруизме, никогда не был замечен в каком-то там супердобром отношении к вам. Где-то там остро держался, может, там периодически виделись, общались. И тут прям, смотрите, примчится и скажет: все, садись, катать буду. Очень хороший и очень приятный момент. Так, еще 2 тройки с правой стороны. 2 тройки. Учиться, еще раз учиться. Либо сотрудничество, содружество с другими людьми принесет очень скорый и очень приятный внезапный результат. Возможно, действительно вы сейчас бьетесь над какой-то проблемой, над какой-то задачей, над какой-то ситуацией. И вам банально не хватает свежего взгляда со стороны. Либо вам не хватает, может быть, каких-то технических деталей, моментов. Не может человек прям все на свете знать, да, либо во всем на свете разбираться. Да, скорее всего, как чего-то не хватает. Здесь либо добрый человечек, да, обладающий специфическими знаниями, нужными в данной ситуации, вам подскажет. Либо вы сами начнете ковырять какие-то, может быть, там, научные труды, изыскания, там, не знаю, инструкции, там, техники, технологии, и найдете. По троечке, в течение 3 дней, да, решите эту ситуацию. И при помощи знаний, да, ведь не даром же говорят, знание — это сила. И опять же, знающих людей, да, возможно, приобретете очень ценный опыт, который вы будете использовать в будущем. А возможно, и кому-то станете помогать. А возможно, это все приплюсуете к своей, как говорится, карме, да, и выгодно потом сможете это все продать, устраиваясь на какую-нибудь там крутую работу, на крутую должность. Так что учиться, еще раз учиться. Вы эти тройки прям в руках держите. Все будет хорошо. С правой стороны
все получится, все узнаете, всему научитесь, станете богаче именно благодаря знаниям. Так, левая сторона. С левой стороны у вас тут такая птица сидит, большая, толстая, летать не может, крылышки короткие, попа тяжелая, да, но громко кричит. Громко кричит. Прям кричит так, что вся округа слышит. Это оповещение, это извещение, это какая-то общая информация. Неподтвержденная общая информация. Не сплетни, нет. Это как анонс, да, вот типа скоро будет вот такая-то ситуация, либо скоро будет принят такой-то закон, скоро будет это, 5-10. Вот такого плана мне идет информация. Значит, сидит эта птица, громко горланит, людей вокруг тревожит, и люди, опасаясь того, что скоро что-то будет, начинают суетиться, какой-то хаос происходит. Люди совершают какие-то необдуманные, дурацкие, ну, извините, тупые ошибки на страхе, на этом адреналине, на желании избежать каких-то неприятностей. Вы то ли эту птицу не слышите, либо услышите в последний момент, когда уже ничего не сможете предпринять. И это хорошо, это здорово. Потому что если вы сейчас, услышав эту птицу, вольетесь в весь этот хаос, вы таких дров нарубите, что вы очень-очень долго будете разгребать последствия. Но вы не слышите, вы не видите, либо в последний момент услышите, немножко так напугаетесь и скажете: будет что будет, все равно не успеваю ничего сделать. И вы еще и в выигрышном положении окажетесь, потому что вы ничего не сделали, вы никак там не суетились, не предпринимали каких-то действий. Вы еще окажетесь в выигрышном положении, потому что просто не слышали, либо не делали. Здесь ваши знакомые, скорее всего, ну, люди, которых вы хорошо знаете, у кого-то даже отыграется, что родственники в большие неприятности из-за этого попадут. И еще потом вас, знаете, так с сарказмом будут спрашивать: а что это ты этого не делала, да? А что это ты не боялась? Значит, что-то знаешь, значит, нас не предупредила. Ну, дуракам закон не писан. Вот. Не принимайте близко к сердцу. Здесь, знаете, как повезло. Повезло, что вы не слышали, либо не успели что-то предпринять. Не всегда вот эти анонсы, они исполняются. Либо не всегда действие на опережение приносит нам позитивный результат. Вот. Кому как повезет. Вам в данном случае повезет. Так, еще с левой стороны. Уши. Большие уши, как пельмени. Либо человек с очень большими ушами, и это прям вас, ну, как притянет ваш взгляд, вы скажете: ничего себе, и никогда бы не подумала, что такие бывают. Либо человек, который подслушивает, реально подслушивает, и подслушивает, например, не только за вами, но и за другими людьми. Что станет для вас внезапным? Да то, что этот человек прямо у вас на пороге. На пороге вашего дома, на пороге вашего офиса, на пороге вашей жизни, в конце-то концов. Любитель послушать, любитель запомнить, любитель, не знаю, там, кому-то передать эту информацию. Либо действительно человек с большими ушами, который, прям, знаете, у вас такое будет к нему... ну, не могу сказать, что отвращение, может быть, даже и отвращение. То есть чувство такое, вот держаться подальше, как интуитивно почувствуете, от этого человека исходит опасность, опасный человек. Зачем идет этот человек? Идет он проходящий, сразу говорю, он проходящий, он не задержится в вашей жизни надолго, но этот человек идет как действительно такая красная тряпочка, знак тревоги, знак тревоги. И вам как сигнал, что не болтай, да, фильтруй, что ты говоришь. Опять же, будь осторожен в высказываниях, не надо лезть на рожон. Да, вот как предупреждение, что ли. Предупреждение о том, что вы слишком фривольно о чем-то общаетесь, либо с кем-то общаетесь. Что вы слишком громко говорите о своих мыслях, о своих ощущениях,
может быть, вы кого-то в чем-то обвиняете. Особенно, знаете, вот здесь могут отыграться всякие такие политические штуки, когда люди критикуют там власть, закон, когда, может быть, даже какие-то, ну, я не знаю, российские высказывания, да. Может быть, вы ничего плохого не имели, но кто-то это вот все прям записал, послушал, и это может использовать против вас. Здесь песочек не призывает вас превратиться в молчуна, либо в молчунью. Здесь песочек призывает думать, прежде чем что-то говорить. Думать, что говоришь, и думать, с кем ты об этом говоришь. И еще и думать о том, кто вокруг рядом находится и может это все услышать. Также это может быть предупреждение не только вам, но и вашим близким людям. Свои мысли держать при себе, фильтровать свои разговоры, свое общение. Не всегда хорошо и полезно высказывать свое какое-то специфическое, отличное от других мнение. И уж тем более не стоит критиковать органы, госорганы, не знаю, критиковать другие там, национальности, вероисповедания и прочее, прочее. То есть здесь, как говорят, может выйти боком, потому что идет как шпион, да, с большими ушами, который вот это все слушает, может быть, действительно по заданию работает. Знаете, такой агент, выпущенный в массы, да, собрать там мнение народа, найти слабое звено. Ну, либо человек, который вот от природы такой стукач, да, любит этим заниматься, это его там призвание, да, считает, что он там очищает общество от нежелательных элементов. Ну, ребят, отталкивайтесь от своей ситуации. Я говорю, это общая отсыпка. Не у всех все отыграется, но вот идет этот посыл, идет как попытка вам помочь, попытка указать, что верно, что неверно. Если вы живете в абсолютно демократическом обществе, и вы понимаете, что вы свободно можете выйти и сказать все, что вам вздумается, вообще не ваше, не ваше. Но опять же, здесь и про какое-то нетерпение к другим людям идет. То есть, возможно, да, общество демократическое, и можно говорить о ком угодно и что угодно, ну, например, нетерпимое к расизму. Да, и там за это можно поймать там, большой штраф, либо даже какой-то срок поймать. Да, будьте внимательны, что вы говорите, с кем вы говорите, при ком вы говорите. И также передайте своим близким. Это важно. Вот это вышло на песке, значит, вам важно об этом узнать. Мы смотрим на скорые события, то есть это события 3-5 дней. Да, пройдут эти 5 дней, делайте, что хотите. В 5 дней, пожалуйста, помолчите. Помолчите. Знаете, береженого и Бог бережет. Да? Пусть, конечно, это ни в коем случае не коснется ни вас, ни ваших близких, но вот вышла информация, я вам ее передаю. С правой стороны здесь мне показывают вас в очень красивом наряде. То ли вы будете наряжаться по какому-то случаю, то ли вы будете что-то нарядное приобретать, а может быть просто мерять. Знаете, вы настолько прекрасны, вы настолько неотразимы, вы влюбите в себя всех тех, кто вас увидит в этом наряде. Вы сами в себя влюбитесь, в ваше отражение в зеркале. Слушайте, а вы еще, ого-го, какая красоточка. Просто как-то серенько одеваетесь, либо строго одеваетесь. А может быть, действительно так сложилась ваша жизнь, что вы не можете себе позволить себя действительно украсить. Ну, вы все разные, все абсолютно разные. Вот этот наряд, который вы одели, либо будете примерять, вот он вас очень четко подчеркивает. Это не наряд красивый, это вы красивая. Просто вы себе подобрали правильную как экипировку, да? Вот такая модель, такой цвет. Вот. А это ваше, это вас оттеняет. Это раскрывает всю вашу красоту. То есть присмотритесь, если есть возможность, приобретите. Если нет возможности, постарайтесь найти, может быть, более дешевые вещи, но вот такого фасона, либо такого цвета. Ну, просто идеальная девочка, идеальная. Здесь, смотрите, вот какой-то мужик прям на колено перед вами упал. На колено. Поразили прям в самое сердце, с первого взгляда. У кого-то прям так и отыграется. Вы нарядная, красивая, выходите в люди и прям
мужик к вашим ногам падает, как спелое яблочко, и все, он ваш целиком, от пяточек до макушечки. И вы это видите, вы видите себя в зрачках его глаз. И что вам с этим делать, спросите, а? Решайте сами. Вот такая вы красивая. А у других отыграется, вы, например, в магазинчике меряете что-то красивое, выходите из примерочной, и там прям мужики слюни на вас пускают, и так может отыграться. Но вы действительно будете очень-очень хороши. Ой, какая же вы красотка. Как-то себя вы как тушите немножко. Не знаю зачем, но задумайтесь и не делайте так. Вам нужно нести красоту в люди. Поверьте, вы украшение нашего мира, украшение нашего общества. Ну просто куколка мне идет, шикарная. Так, кто-то из дорогих моих девочек, кстати, пойдет на свидание. Свидание, прекрасное свидание. Девчонки, вы будете настолько хороши, что мужчина даже может себя вести как-то странно. Странность эту вы ему позвольте, потому что вы действительно будете невероятно обворожительной, и мужик действительно дар речи потеряет. Дар речи. Он будет на вас смотреть со страхом, с обожанием, знаете, как что-то невероятное, да, ангел спустился на землю. Поэтому, девчоночки, делайте скидку, он просто обалдеет от вашей красоты. Даже если вы с этим мужиком уже там на протяжении нескольких месяцев, но такой красивый, он вас еще никогда не видел. Все, считайте, что он у вас в карманчике сидит. И просто молится на вас, молится. Так, еще с левой стороны. Какая-то вредная женщина какую-то свинью вам подсунет. Ну, свинья тощая, сразу говорю. Видно, селенок у нее не хватает вам нагадить, да, будет тужиться с последних сил. Это смешно. Это смешно. И я вижу, что эта женщина, ну, зря она это делает, она пожалеет 1000 раз. Вот эта худая свинья ей же на лицо и упадет. Все. Минус. Один минус вычеркиваем. Мужчина то же самое. Какая-то не очень умная женщина попытается вам подгадить. Причины могут быть разные, начиная там от отвергнутой там возлюбленной, заканчивая в принципе какой-то женской местью. Но вот попытается и, как говорится, обломается. Сама же и от этой свиньи опозорится, пострадает, ну, каждого по-своему отыграется. Значит, не принимайте близко к сердцу. Ну, неадекватная, что тут скажешь? Неадекватная. Вот, и еще раз говорю, вычеркиваем. Все, после этого уже она навряд ли осмелится не то, чтобы что-то вам сделать, да вообще в люди выйти. Это будет стыдно, это будет позорно, и это будет большая жирная точка на ее репутации. Вот так мне идет. Так, в самом венце у вас огромная буква «Д». На букву «Д» могут звать какого-то конкретного человека. На букву «Д» может быть какое-то место, как район, место, организация, да, что-то вот прям большая-большая буква «Д». Вот от этой буквы «Д» идет что-то волшебное, необычное и непривычное для вас. Опять же, вы все разные. У каждого будет своя буква «Д». Ну вот кто зашел на эту цыпку? Это не то, чтобы будет внезапно, не то, чтобы как-то скоро. Это будет волшебно. У вас будут такие впечатления, такие ощущения, которых у вас давным-давно не было. Вот именно буква «Д» их вам дает, дарит, не знаю, выдает в конце концов. Волшебно, прекрасно. Девушки, женщины, да и мужчины, если у вас есть знакомый на букву «Д», либо вашу половинку зовут на букву «Д», либо вашего возлюбленную зовут на букву «Д», готовьтесь. Сказка станет былью, да, либо сказка воплотится в жизнь. Феерично, незабываемо. Фантастично. Я даже не знаю, какой эпитет еще подобрать, чтобы описать, что вам несет эта буква «Д».
Так, и еще у кого-то отыграется, что дома что-то произойдет, такое прям волшебное, незабываемое. Именно дома, в вашем доме, в вашем собственном доме. Опять же, очень-очень-очень-очень сильно будет приятно. Ну, радостно, приятно, все вместе. Так, и еще, не для всех, для кого-то вот персонально. Куриная лапка вывернулась в правую сторону, открыла вам дорогу. Кто проводил ритуалы, обряды на достижение желаемого, на открытие дорог, на исполнение того, чего вы хотите, ритуал сработал на все 100. Может быть, вы в это до конца не верите, может быть, как говорится, ничего не предвещает, либо не будет предвещать, но дорога прям такая крутая перед вами точно откроется. Либо то, что вы хотите, станет для вас абсолютно достижимым, досягаемым. Это замечательно, это замечательно. Знаете, ритуал может быть сам по себе и не очень, ну, либо не имеет такой силы, но ваша сила мысли и то, что вы очень хороший, добрый человек, вот эту дорогу вам и открыла. То есть магия, на самом деле, она в вас внутри. Хорошему человеку, пожалуйста, светлый, чистый путь. Так, мои милые, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.